реформа образования в России в 2011 году. А зачем делать эту реформу? Если при Советском Союзе от выпускника требовалось дать нормальный ответ, то сейчас тестирование. А что такое тестирование? Тестирование – это путь к деградации. То есть, смотрите, ничего не зная, можно знать примерно так. Ага, часть вариантов Б, а часть В, это в принципе я знаю, там спешу, ну как-то прорвемся. А можно ли такому специалисту доверить самолет или хотя бы поезд? Я лично сомневаюсь, можно ли выдать ему водительские права. Это делается целенаправленно. Возьмем пример Франции. Вы знаете, во Франции никогда не пишут ученики рефераты. Вот серьезно. Рефераты считаются потерей учебного времени. Как можно 20-40 страниц разжевывать какую-то тему? У них более принято писать справку. Справка – это 2 страницы. То есть проблема, решение, итог. Смотрите, 2 страницы – это нормальная мысль, а на 40 страниц это уже графомания. Теперь, во Франции есть высшие классы, в основном аристократия, промышленники, новые, буржуа и рантье. А есть те, которые не являются высшими классами, в основном это пролетарии, люмпены, маргиналы и так далее. Почему они становятся такими? Дело в том, что образование несет классовый порядок. То есть, скажем, дедушка Ленин. Классовая борьба никогда не отменяется, она только видоизменяется. То есть написано сочинение уровня нашего МУМУ для общей школы. Это 90% поток учащихся. И там рассказывается пейзаж, какая шерсть в этой собачке. Какая разница? А если брать для второго элитного потока образования, то там рассказывается, МУМУ переживала аспекты философского бытия, ведь альтернативно взять, ведь тварь ли я дрожащая, или право имею, все счастье человечества не стоит слезинки этого ребенка, раба надо себя выдавливать из себя по капле. Хочу сказать, что там основной напор на фразеологизмы, пословицы и штампы. Грамматика никого не волнует. Поверьте, яркая, образная, сильная, убеждающая вещь, она стоит высоко. Давайте возьмем юриста. Почему ему платят так много? Что, он великий краснобай? Да, он краснобай, но он говорит сходу афоризмами. Скажите, в школе вас учат афоризмами? Ведь слово к месту афоризм, оно очень-то даже и к ситуации соответствует. Хочу сказать, что в школе очень слабо поставлено преподавание английского языка. Еще при Советском Союзе специально закрутили гайки, чтобы наши не могли убежать за границу и не знали английский. Это специально, это не думайте, что я там в теорию заговора верю или в таком плане. В общем, школа пришла в никуда. Нужно выучить английский в этой стране. То есть добавляйтесь в контакты Smart Teacher 197, я хороший репетитор, мне нравятся те люди, которые хотят учиться в это время. Я являюсь простым человеком с народа, у меня были более элитные учащиеся со мной в вузе, но я всех переучила. Потому что я верю, что если человек учится, у него будет прогресс в жизни. Это как Ломоносов. Он приехал с деревни на севере России, почти поморская, а он понял, что его деревня никуда. Да, ему было тяжело, но потом он поднялся. То есть добавляйтесь в контакты Smart Teacher 197. Я хороший репетитор английского, я живу в Канаде, английский не родной. Это лучший учитель, чем который вам может предстоять в школе. А в школе учительница, как правило, не знает английского. Можете проверить, подойдите к школьной учительнице, включите песню Эминема. Я гарантирую, она не переведет. Она знает азы грамматики, то есть школьная учительница. Она берет ключи сзади ответов и просто гоняет лет 10-20, может и 30, по одному учебнику. Она не знает разговорный язык, поверьте. То есть хотите, чтобы ваши дети были успешны, надо выучить английский язык, причем с идиомами. Идиомы – это фразеология, это красивые литературные выражения. То есть, когда вы их знаете, вы можете быть в высшем обществе. Цена обучения со мной 300 рублей. Потому что я верю, что образование должно быть доступно. Мне тоже надо
обеспечивать свои потребности, то есть за 300 рублей вы получите хороший, знающий урок. Я действительно прогресс в изучении английского языка и полностью окуплю ваши надежды. Поверьте, я обязуюсь за 3 месяца поднять в английском языке, а за полгода разговорить, потому что я знаю методики, которые работают. А 25-й кадр – это путь никуда. А если брать при Союзе, то люди не верили в астрологию, магию, а сейчас люди уже верят. Если при Союзе взять, когда качество образования было выше, то что, люди бы поверили в 25-й кадр? Нет. А сейчас образование сдало, и смотрите, 25-й кадр для похудания, а или 25-й кадр для боксеров, то там увеличить реакцию. Нет. А что работает? Логика. Логика это так. Я хороший преподаватель, носитель языка, и вас научу английскому. Добавляйтесь в контакты по скайпу. Всего наилучшего и до